Казачество очень неоднозначно воспринимается, и во многом это связано с тем, что в советское время крайне негативно были высказывания о казачестве. Хочу напомнить, что священники и казаки – это те категории, почти полностью уничтожали советской властью. Я сам не могу понять, почему. Такая жестокость была. Даже после того, как после войны Второй мировой Советский Союз настоял на том, чтобы передали Советскому Союзу корпуса казачьи, которые воевали против Гитлера на стороне союзников, и они были полностью уничтожены. Вот это мало кому известно. Вот эта вот ненависть к казачеству, она где-то там, я не знаю, у советской власти была на каком-то генном уровне. Может быть, потому что казаки – это верующие люди, казаки и церковь – это неразделимые вещи, и всегда были сторонниками монархии. Может быть, поэтому, потому что понимали, что перевоспитать невозможно или как-то изменить это, вот, ну, это в генах. Что касается республики нашей, мало кто знает, опять же, что Ермак, когда перед тем, как шел в Сибирь, он в Усыльме останавливался. И отсюда многие брал с собой проводниками, и фамилия Зырянов считается в Сибири чисто казачьей фамилией. Это все отсюда пошло. Второе. Стефан Пермский, мне показывали казаки копию письма или грамоты, которую он отправлял князю, и просил прислать 100 стрельцов и 100 казаков. Еще в те времена. Ну и, конечно, в советский период очень много было сюда сослано. Основная часть это, конечно, вот результаты гражданской войны советского периода. То есть казаки здесь уже коренные? Конечно.